В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В весеннее время возрастает риск травмирования в результате падения на улицах населенных пунктов. Этот период врачи считают одним из самых травмоопасных в году. Как правильно падать, а главное – избежать травмирования. Поговорим об этом и не только с гостем студии. Это Степан Тардуин, заведующий травматологическим отделением Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Степан Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите в начале нашей беседы, с чего начиналась травматологическая служба в Якутии? И, по-моему, этот год уже юбилейный. Как таковой травматологическая служба обосновалась в Якутии, открылась в 1952 году, как раз в феврале месяце. Поэтому этот год у нас считается юбилейный, 70 лет образования именно травматологической службы, так как она раньше считалась в составе хирургической службы, потом она отделилась и стала отдельной травматологической службой. И, конечно, очень много произошло, очень много перемен до наших времен, поистине. Какие виды высокотехнологичных операций проводятся в травматологическом отделении? В нашем отделении, в травматологическом отделении, именно нашей республиканской больницы номер 2, проводятся почти все виды высокотехнологической медицинской помощи по травматологии и ортопедии. Я могу гордиться тем, что наши доктора, в отличие даже от некоторых ближних соседей, мы имеем возможность оперировать на всех сегментах опорно-двигательного аппарата человека. Это включая шею, заканчивая пятками. Даже мы сейчас переходим на травму грудной клетки, хотя это не относится к травматологической службе. Мы оперируем ребра у переломанных людей, у которых множественные переломы ребер, что очень спасает, улучшает качество лечения в данный момент. А сколько больных поступает в год в травматологическое отделение? В среднем, если посчитать все года, которые я работаю заведующим, в последние годы не меняется количество поступающих. Это в пределах 1700 человек. Плюс-минус на сотню человек в результате всяких травм. И бытовых травм, и производственных травм, и уличных травм, и так далее. ДТП. Очень много травм поступает, по идее. А вы сказали, что последние несколько лет можете отметить, что одинаковое количество в год поступающих в травматологическое отделение. Как вы считаете, с чем это связано? Это связано, скорее всего, если сравнить с 90-ми годами, когда я начал только работать врачом, это, конечно, больше, в 2 раза больше, чем человек поступает. Возможно, это из-за того, что количество населения побольше стало. Возможно, что количество машин больше стало. Процентное соотношение ДТП тоже возрастает, в принципе. Есть очень много производственных травм стало, падений с высоты во время строительства. Сейчас стройка же идет. Темпы жизни, темп вообще социального развития республики все равно накладывает какой-то отпечаток в травмировании людей. И в том числе еще могу отметить, что количество пациентов, которым исполнилось, возрастные, скажем так, пожилого возраста, старческого возраста, даже долгожителей очень много стало, поступает. Раньше мы их отпускали ввиду того, что не можем их оперировать. Это в 90-е годы, скажем, 2000-х, начало 2000-х годов. А мы сейчас их оперируем, чтобы быстро человека поднять на ноги. Поэтому количество так и остается в таком соотношении. А отличается ли как-то характер травм у пациентов в зависимости от времени года? И можете ли вы какие-то периоды считать самыми травмоопасными? Нет, я бы сказал нет. Хотя народ утверждает, что весной, осенью, когда скользко, должно возрастать
количество травм бытовых. Ну, ввиду скользкости там и так далее. Но я считаю, что это как бы не особо влияет. Первые дни, когда снег пошел и лед стал, есть такой какой-то, бывает такой наплыв, но это временно. Ну, пару дней, потом люди уже, наверное, переобуваются, и все нормально, так же идет. В сутки поступает примерно, ну, если вот 1700 человек поделить на 365 дней в году, то среднее вот столько и поступает в день. А что вы можете все-таки посоветовать по профилактике травмирования на улице? Хорошо обуваться. Обувь – это главная защита от падений. Но сейчас молодежь одевается не по сезону иногда. Кроссовки какие-то зимние, скажем, они тоже скользкие бывают. Ботиночки, туфли одевают. Самое главное, чтобы человек подобрал себе нормальную обувь, которая не скользит. Я бы сказал, это наши унты в зимнее время, а осенью нормальная прорезиненная подошва обуви. Все нормально. А если все-таки человек упал и чувствует, что встать ему проблематично, нога похрамывает, тут нужно как, дойти до дома и приложить лед или все-таки обратиться к специалистам? Так, в данном случае, когда человек падает и как бы чувствует, что получил травму, он должен обратиться в специализированное отделение, ну, в травмпункт в данном случае, вызывать скорую помощь и поехать в травмпункт. Там уже распределяют у кого куда. Или они там же на месте оказывают амбулаторную помощь, или направляют в стационар, наше отделение. А как развивается травматология и ортопедическое направление вашего отделения? И какие возможности у современной травматологии и ортопедии? Мое отделение, где я заведую, занимается травматологией в основном. И есть там несколько коек, чисто ортопедические. Мы тоже ортопедическими операциями занимаемся. И цель, задача травматологической службы – это быстрое возвращение человека в нормальную жизнь. Прооперировав, поднял человека на ноги или дал возможность человеку со сломанной рукой после операции двигать рукой, пользоваться рукой. Вот это главная наша задача. И мы к этому стремимся. Ортопедическая служба – это вот они лечат заболевания, которые получил человек в течение времени. Но в основном ортопедическая помощь заключается в протезировании суставов. Ну, в данный момент в нашем крае, в нашей республике так направлена. Это ортопедическая помощь в виде эндопротезирования тазобедренных, коленных и остальных суставов. Эта задача очень сложная, по идее, да? Человека не надо лечить в больном состоянии, а надо его заниматься профилактикой заболеваний, чтобы человек избежал таких сложных операций. Хотя по России, по республике очень много программ, которые как бы дают возможность человеку пройти эту операцию, но очень много осложнений бывает после этого. Вы уже упомянули эндопротезирование суставов. Расскажите, пожалуйста, подробно, что это такое? Конкретно в нашем отделении мы эндопротезами занимаемся при переломах шейки бедра. Раньше пожилые старческого возраста люди, получившие такую травму, перелом шейки бедра, они были обречены на постельный режим, потом уже последующим угасанием жизни, приводящим к даже смерти. Если не в ближайшее время, то в течение года они все умирали. Сейчас мы что делаем? Человек поступает с переломом шейки бедра. Мы проводим обследование быстренько и начинаем его оперировать. Ставим эндопротезы и поднимаем человека. Очень много благодарных пациентов, которые сейчас звонят, упоминают наше отделение, благодарят наших докторов, потому что одни возвращены были к жизни благодаря только вот этому виду оперативного лечения. А в ортопедии эндопротезирование – это заболевание суставов, это могут быть и молодые люди. Кстати, переломы шейки бедра часто встречаются у молодых тоже людей.
Вот, например, у нас лежит 40-летний человек, молодой, но тоже с переломом шейки бедра. 30-летняя женщина тоже лежит с переломом шейки бедра. Но в данной ситуации мы у молодых эндопротезирование не стараемся делать. Стараемся привести остеосинтез минимальным доступом, чтобы дать возможность срастись собственной кости. Потому что протез – это уже окончательный приговор для эндопротезированного человека. Дальше некуда. В ортопедии, значит, заболеваниями суставов занимаются у нас специалисты. Они именно на фоне заболеваний меняют суставы, возвращают человека к функциональной деятельности. А что вы как доктор можете посоветовать для профилактики укрепления костей? Физический труд. Физический труд. Мы замечаем, что у старшего поколения, которые занимались именно физическим трудом, летом на сенокос, на охоту, там, зимой, там, они очень крепкие. Правильное питание. Надо есть собственное мясо, рыбу, масло, а не магазинские всякие. Вот надо молодежь предупредить, чтобы они приучились к правильному питанию, нашему коренному питанию, чтобы потом в достижении какого-то возраста почувствовали, что они правильно питались. Сейчас очень много молодежи, которые ломают себе кости из-за незначительной травмы на фоне остеопатических заболеваний. Слабость костной ткани получается. Не надо увлекаться просто этими кока-кола, пепси-кола и всякие чипсы. Ну, много же есть всяких продуктов, даже я их не знаю, как лучше кушать то, что раньше наши предки кушали, родители кушали, дедушки кушали. Так вот, так. И больше быть на воздухе, на природе, заниматься физическим трудом. Не в спортзале, конечно, а именно вот чисто работой на природе. Если человек имеет возможность куда-то вот, пойти, заниматься, летом побыть на солнце, пусть ходит. Зимой-то можно посидеть там где-нибудь в спортзале заниматься, да, но не перетруждать себя, потому что есть очень много случаев, когда вот такие спортсмены становятся калечить свое здоровье вот этими упорными, чрезмерными усилиями. И потом это приводит к всяким заболеваниям. Спасибо большое, Степан Семенович, что пришли, ответили на наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем телеканале.